15 апреля в Национальной библиотеке Удмуртии прошел конкурс чтецов «Читаем о природе родного края», организованный в рамках Всероссийской библиотечной акции единого действия «День экологических знаний» и посвященный Году экологии в России и Удмуртии. Мероприятие прошло при поддержке Национального музея Удмуртии имени Кузибая-Герда, Национального парка Нечкинский, Республиканского эколого-биологического центра, Отделение зеленого движения в России «Эко» в Удмуртии и Алексея Владимировича Коробейникова, издателя журнала «Иднакар», лидера и инструктора сообщества ижевских дайверов, организатора акций по очистке водоемов республики. В конкурсе приняли участие 20 учащихся общеобразовательных школ Воткинского, Завьяловского, Якшурбодинского, Шарканского районов, городов Сарапула и Ижевска. В приветственном слове заместитель директора Национальной библиотеки Анна Леонидовна Семенова отметила, что заявок было на удивление много, поэтому конкурс проводится на 2 площадках. В номинации «Юные чтецы» конкурсанты выступили с чтением стихов русских, удмуртских, татарских поэтов, воспевающих красоту природы и призывающих бережно к ней относиться. Первое место заняла ученица Якшурбодинской гимназии Алина Гырдымова. Второе место – ученик Якшурбодинской средней школы Руслан Ившин. Третье место – ученик лицея школы 30 города Ижевска Иван Вострокнутов. В номинации «Юные поэты» конкурсанты выступили с чтением стихов собственного сочинения по теме конкурса. Победителями стали: первое место – Анастасия Антонова, ученица Игульской средней школы Завьяловского района. Второе место – Кирилл Волков, ученик Ижевской школы номер 58. Третье место – Наталья Москаленко, ученица Шарканской средней школы. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников конкурса. Победителям были вручены дипломы и призы, футболки с логотипом Национального парка Нечкинский и многоразовые экологичные сумки ручной работы от «Эко-движения». Все остальные участники конкурса получили сертификаты, а наставники конкурсантов – благодарности от Национальной библиотеки.